подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Христос воскрес, радости земля, радости житье живое. Голос свой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Христос воскрес, радости земля, радости житье живое. Голос свой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Супокой вам. И с духом твоим. Ekscelencje, poważany arcybiskup Tadeusz, witają Was u naszej parafii Matki Bożej Różańcowej, при якій будується санктуаріум Божої милосердності, так само у якій знаходиться образ Єсуса Милосердного, який вам дарував по нашій країні. Просим, щоб ви узначалили цю святую імшу, так само промовили до нас Божие Слово, а після закінчення літургії святої імши, щоб так само освятили наш катехетичний дом і монастирський дом, який на території цієї парафії був побудований. Просим, щоб в цю святую імшу ви молилися за всіх ахвярадавців і добродіїв, за всіх, хто причинився до будови дому катехетичного, так само пам'ятаємо про раду парафіальну, яка так само шмат часу і допомагала. Вітаємо так само у нашій парафії біскупа Клевенца, біскупа Сарантова, який так само до нас прибув. Ми вельми раді вас тут гостить у наших порогах нашей парафии. Дякуем, что разом с нами будете молиться. Прошу ксяндза Александра, парафии Гатовской, пробашча, как отправил эту святую мшу за померлую Кушнер Ирину 5 годов по смерти. Вітаю так само ксяндза Павла Ейсмонта, який так само прибув разом з арцибіскупом, как з нами туди молиться. Я эту святую мшу буду отправлять в интенции парафиям и всех гостей, которые в этой юсти. На сам конец витаю вас, дорогие парафиане и гости, которые прибыли, как разом с нами зачерпнуть с крыницы Божьей милосердности и можем наново окунуться, как спознать неспостигальную любовь и припомнить, что Бог нас так мощно полюбил. Христос воскрес! Славный воскрес! Уважаемые эксцелленции, Клеменс, пробаш, святари, дорогие браты и сестры, на початку этой святой мши, этим пасхальным покличем, садачнувших вишат, віншую. Ну, напевно, може, хтось здивився, що я з'явився сьогодні у вас, повинен був бути арцибіскуп Юзеф Станівський, так було по плану пастирського написано, але, видите, ніхто не відав, що папа помре, і мене як старшина конференції біскупів знаходиться у Римі, вчора приймав тіло поховання папи. Ну, ale jak кажуть, єзуїти, ksiądz wiości, księdza nie ma, ale msza wychodzić. I dlatego on mnie poprosił, żeby ja сегодня zamienił його тут, тому з радістю прибуваю сюди, особливо коли ми маємо тут парафіальне свято, головне свято tej парафії, Różańcowej jeszcze jest, no ale tak samo Bożej Miłosierności, my wiemy, jak to ważne, by w niedzielę Bożej Miłosierności będziemy молиться u tych intencjach, jakich prosił молиться ksiądz proboszcz, bo молитва ніколи зашмат, і тому будемо просити сьогодні милосердного Бога, щоб далі благословив парафію, благословив нашу країну, всіх вас, і щоб ми могли далі духовно зростати у этой правді, правді нашого воскрешення, яка з'являється подбунком нашої віри. Сьогодні нашим гостем біскуп Клеменс, дієцезії святого Клеменса, так само з Саратова. Ми шмат годов разом працювали, тут завітав у Мінськ, кажу, я йому сідаю в машину, поїздимо разом сьогодні молитися. Тільки російська, білоруська мова, вона, так сказати, подобна, но вона не все, не до конца все можна зрозуміти. Это канон імши сьогодні буде взятий на латинській мові. А тепер перепросимо Бога за наші грехи, і год нас власти найсвятейшую офиару. Споведаемся Богу Всемогутному. Вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми,
думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами, Бог усемогутній, відпустивши нам гріхи, привезе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі слава Богу, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Отцы народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які дариш на себе грехи і силу. Змилуйся над нами, які дариш на себе грехи і силу. Прийди моління наше, які сидиш праворучайця. Змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти дариш. Ісус Христе, Духом Святим упає, поклоняйся. Амінь. Молимся. Боже, без конца милосердный, Ты простогодовое святкование Великой Ночи оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повелишь у нас свою ласку, кому глибись постигли велич Христу, яким были очищені, могутність Духа, яким были отрожені, и коштовность крови, якой были откуплены. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарец у едности Духа Святого, Бог просуще веки вечные. Читание книги Деял апостолов. Руками апостолов было учинено в народе шмат судов и знаков. Все разом сыходились на ганах Соломона, и никто из остальных не осмеливался доучиться до их, а народ узвеличивал их. Все больше верующих доучалось до Павла, множество мужчин и женщин, так что выносили хворых на улицы и клали их на ложках и носилках, как хоть тень Петра, коли он проходил, упал на кого-нибудь из них. Сыходилося так само и в Иерусалим, з новокольних настечок множество людей, які приносили хворих і опанованих нечистими духами, и усеяны вылечивались. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность.
навеки милосердность ягоная. Нехай скажет теперь дом Аарона, навеки милосердность ягоная. Нехай скажет ты, кто боится Пана, навеки милосердность ягоная. Хвалите Бога, навеки Его милосердность. Камень откинутый подувниками стал головою Бога. Пан учинил гэта, і дивно яно в очах наших. Весь день, який Пан учинил, будем радоваться в Ним и веселиться. Хвалите Бога, навеки Его милосердность. О Пане спал, о Пане восприяй, благословленный, кто идет в имя Пана. Благословляем вас, дому Пана. Пан есть Богом, и Он наследил нас. Хвалите Бога, навеки Его милосердность. Читание книги Апокалипсиса святого Яна. Я Ян, брат ваш, и соудельник во утиску, у володарстве и утерпении Иисуса, был на острове, званом Патмос, деле Божьего Слова и деле сведчения про Иисуса. Я наповнився духом у день Пана і почув за собою гучний голос, бицем труби, який казав, що бачиш, запиши в книзі і пошли сяні костьола. Я обернувся, каб поглядеть, чий голос промовляв до мене. І коли я обернувся, то убачив 7 золотих свечників, а посеред свечників когось подобного до Сина Чоловічого, обранутого у довгі шати і підперезаного на грудях золотим пасом. Коли я убачив його, упав до ног його, ніби мертвий. І він поклав на мене правицю свою, кажучи, не бойся, я перший і опошний, і живий, і був мертвий, і вось живий навеки вічні. І маю ключі смерті і пекла. Тому напиши тое, що ти убачив, і що єсть, і що повинно статися після этого. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне, і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок.
Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго у раны ад цвікоў і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам!» Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы, вы мелі жыццё у імя Ягонае. Гэта слова Пана. Глубоко уважаемые братья и сестры, в те сегодняшней отпускной святой мши, мы переживаем радостный избавчий час Великодня, час пасхальный, час, когда вспоминаем эту правду нашей веры, которая является ее подмурком, бо коли Иисус не воскрес, то пустой была бы наша вера, и пустым было бы наше обвещение Евангелия, учит святый апостол Павел, а Иисус Христос воскрес, и шмат креницев нагадывает этим, як религийных, так само и светских креницев. И эта пасхальная таинница Иисуса Христа, именовито Его крыжовая смерть и воскресение, это проявление самой великой милосердности Бога до человека. Нездарма Папа Бенедикт XVI кажет, что пробитый дидою римского жовнера Бог Иисуса Христа на древе крижа является апогеем Божьей милосердности относно человека. Треба сказать, что Божья милосердность является одной из таких самых важных особливостей самого Бога. И померлый Папа Францишек, якого вчора поховання відбулося, навіть казав так, що ім'я Бога – це милосердність. З любові до чоловіка Бог створив світ, створив самого чоловіка, помістив його в рай, де чоловік повинен був жити вічно. Ведаємо, що там було шмат пригожих древів у раї, а Святое Писание концентрується на двох, mianowicie na drzewie poznania dobra i zła, i tak samo na drzewie życia. I Bóg nakazał ludziom, aby nie jeli plodu tego drzewa poznania dobra i zła. Ale ten plod był wielmi wyczarany. I wielmi był takim, wydaje się, słodkim i dobrym takim. Oni może chcieli, jednak Bóg сказал, что nie. Дьявол это ведал, дьявол начинает их покушать. Вы, может, повинны съесть. Не, мы не можем, каже Ева, бо мы помрем. Не помрете. Станете как боги. Боги? Какой солдат не мечтает быть генералом? Как боги. Обещают нам, что будем как боги. Мы съели. Не померли, стали первородными. И грех першородный пришел в этот свет. Грех, який тягнеться
мы нараджаемся с ним, и он тягнется с часом и будет продолжаться до конца часов, до того часа, пока будет исновать свет. И, wiadomo, Бог справедливий, Бог виганяє наших перших батьків з раю. І ми це називаємо покаранням. Це так, з пункту гледження справедливості. Однак треба пам'ятати, що Бог не тільки справедливий і милосердний. І Бог не мог допустити того, як чоловік, який був створений по образу і подобенству його, весь час оставався без этого образу. Он стратил этот образ. Грех перших наших батьков был не только в тем, и не столько в тем, что они съели плод с древа познания добра и зла, с древа, с якого Бог им заборонил, а и в тем, что хотели быть богами. А они уже были стороны такими. И Бог, выгоняющий их, не мог допустить того, как это вечно засталось. Он посылает своего сына. Сын уцеловляется. Он подобный во всем до человека, кроме грехов. И он уходит на древо крижа, там, дякуючи своей смерти и потом славному воскресению, избавить нас, выбавить нас с этого полону греху. Коли Моисей вывел человечество, еврейский народ, выбранный народ вывел с египетского рабства, то Иисус Христос вывел нас всех, все человечество с греховного рабства. Это то есть знак милосердности, самой великой милосердности, какая может исновать. И это Бог по своей природе является милосердным. То, что сказал Папа Францишек, имя Бога – это милосердность. И тому логично, что другая пасхальная неделя – это неделя Божьей милосердности. Это свято было установлено святым Папом Яном Павлом II в юбилейном годе христианства, 2000-годия христианства. Это означает 25 годов того было установлено. Было установлено на вид в этот день, вот так просил сам Иисус. Ведаем, что Иисус объявлялся святой Фаустине Ковальской. Мы ее бачим тут. Иконы ее, братья ее тут есть. И она, ее часто называют секретаркой Божьей милосердности. Она списала то, что писал ее Иисус. Это дневники ее. Это кладезь мудрости про Божию милосердность. И там он попросил, как другая неделя была именовита неделей Божьей милосердности. Бачим мы так само тут и образ благословленного Михаила Соплочки, який народився под Воложином. Это наш земляк, який був сповідником этой сестри Фаустини Ковальської, именовита Йой сказав, щоб вона списала все то, що Ісус Христос їй каже. Ну і посередині бачимо цей образ Ісуса Милосердного. Это копия з оригінального образа Божьей милосердности, який був намалюваний поводле указанням самої Фаустини Ковальської. І ровно 90 годов тому у пасхальную октаву был выставлен в Божьей храме у Вильни. Мы вертаемся до Коронёва. Этот образ находится тут, и этот образ, уже Ксен Справуш вспоминал, и он обошел все наши парафии. Это пилигримка Божьей милосердности была, пилигримка навертания человека. И сегодня мы прославляем эту Божью милосердность, якая, по словам святого Яна Павла II, является одиной надеей сучасного свету. Мы переживаем год надеи и являемся пилигримами надеи, когда это закликает нас Папа Францишек. И эта надея у нашей веры, у Иисусе Христе, а перед всем у милосердности Божией, у милосердном Иисусе Христе. И до этой Божьей милосердности накеровывает нас сегодняшнее читание, венчальное читание, которое мы только что почули. Первое читание взято с Деев апостолов. Деи апостолов – это история, першого костюла. Костюла перших десятигодів. Як він жив? Як жив перший костюл? Яким керували апостоли? Які спотикалися з Єсусом, які бачили його чуди, чули його учення і так далі. І виразно сьогодні каже этой апостольской идеи, что апостолы чинили шмат чудов. И эти чуды допомагали людям поверить в то, что Иисус Христос это соправдный Бог, и это соправдный наш Збавца. В іншому місці ми знайдемо так само такі оповідь, коли апостол Ян
і Петр виходить з синагоги після молитви і бачить чоловіка плигавого, і він каже йому, я ж збирав данину, я жебраком був, повинен був жити. Він каже йому, серебра і золота ми не маємо. Але то, що маємо тобі того, у ім'я Ісуса Христа, встань і йди. І ставши суд, і він пішов. Таких судов було шмат. І сьогоднішнє перше читання нам об этом нагадує. Так само розпосередній псаль, рефрен розпосереднього псалму, і він вельми так добре каже нам, хваліться Пана по Його милосердності. Эта милосердность была не только 2000 годов тому, когда Иисус нас урятовал от этой духовной смерти, а она продолжалась далее, и на сегодня так само продолжается, и эта милосердность будет с нами. В другом читании апостол Ян, закликая верников тривать в своей вере. Весь мощный, без гонения на костел, гонения на веру, тривать. Ведаем, что наши предки тривали 3 поколения, тривали при Богу тривали. Біскупа Саратова. Я так само довгий час там був біскупом. І пам'ятаю, коли було освячення, будувався костюл у городі Марксі. Що існує такий город. Маркс, відаємо, що казав Маркс. Релігія опіум для народу. З Маркса вийшло 2 біскупів. Новосибірський і Саратовський. Опіум для народу. А тогда я еще был бискупом, там был в европейскую часть России, приехал осветить угловый камень, а Клеменс, участный бискуп, был тогда пробощем там, и, кажется, люди просят, чтобы в этом камне была цегла простая. Хай Боже, а чему? Питались у людей. Они, кажется, коли костел сбурили, в советские часы, в часы атеизма, люди брали эти цеглы домов, ставили на столе свечки, крыш, клетки и молились. Эти церкви были символом костела, да помогли им тривать у вере. Мы хотим, как это символ этого костела, да помог им застаться верующими, заставшись теперь в новом костеле. Была такая протяжка старого костела и нового костела. Это знаки, какие мы повинны верить, какие нам повинны да помогти. И в этих просит нас так само сегодняшнее Евангелие. Евангелие складывается сегодняшнее, можно поделить на 2 части. Первая часть – это, как сказать, визит Иисуса до апостолов. В первый день воскресенья, вечером. И он приходит в вечерний. Двери замкненные, и он проходит. Все перепущены, что так, кто хотите, поглядите на меня, поглядите на мои раны. Это я, Иисус, я воскрес. И тогда им кажется, возьмите Святого Духа. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. Этим самым он установил этот сакрамент Божьей милосердности, сакрамент покаяния, сакрамент поеднания с Богом, с человеком и с Костелом, святую исповедь. Нема большего знака милосердности, чем этот суд отпущения грехов. Бог, человек, очищается от грехов. Одна фирма выпустила некий стиральный порошок и написала, и он может обмыть все, омаль все. Ніхто читаючи, віруючи чоловік, читаючи такий артикул, який рекламу каже, а грехи може змити чи ні? Не може. Тільки сповідь. І змиває так, що ніхто об этом не пам'ятає. Ось такий доволі смішний оповід, правда чи неправда, не ведаю. Наша мужчина приходить до пробоща і каже, чорт, для мене з'явився Ісус. Ну, ведається, з'явився Ісус. Раз, другий, третій, для мене з'являється Ісус. Що з ним, щось робити, може хворий, може як, називається Ісус. Подослав його позвонив до біскупа. Это найлепее пришла до біскупа, а біскуп вирішає. Хто буде вирішати справді? Ну, так само жінка каже біскупу. Ну, але біскуп мудрий. Каже, добре, наступним разом, коли Ісус тобі з'явиться до тебе, то ти спитайся його, який мой грех, бо я так само грішний. Який мой самый великий грех, яким же Єсус то все ведає? Ну, некий час, эта женщина приходит до біскупа, з'явився тобі Єсус? З'явився, розмовляла, задала йому грех, задала, і що він відказав? Сказав, що не пам'ятає. Не пам'ятає, так, нема. Бога этого нема. Это мы повинны користатися з этого сакраменту Божьей милосердности.
Это наше воскрешение духовное. Это первая часть сегодняшней Евангелии. Другая часть – это Тамаш, такого мы называем неверным. Неверный Фома, по российской мове мы так добро предложим учить. Неверный Фома, неверный Тамаш. Тамаш не был за апостолами, когда Иисус объявивший. Але простите, Иисус снова является им. И подходит до Тамаша и говорит: погляди на меня, погляди на мои раны, устав свои пальцы в мои раны. И не будь неверующим. И Тамаш падает на колени и говорит: Ан мой и Бог мой. И он признает им, избавился, и он признает им Иисуса. Але Иисус ему отказывает: ты поверил, бо ты убачив, ти дотронувся до мене. Але благословені ті, які не бачили, але повірили. Знак отыгрывает вельми важное значение. Эксперимент так само отыгрывает вельми важное значение. Мы добре ведаем, что есть теоретичная физика, экспериментальная физика. Эксперимент может подтвердить то, что у теории есть. Кто-то там читал, чи не читал, чи занимается ядерной физикой, есть такие бозон Хиггса, еще такие физик английский, еще в далеком 1964 году сказал, что есть такая маленькая частинка. Ее называли частиной Бога, якая отказана за этот великий выбух и створил свет. И шукали ее. И знаешь ли, несколько годов тому в этом европейском центре я целый нашли. Відомо, кажуть, хто створив Бог, ці є частинка, хай буде, хто эту частинку створив, вийдемо до Бога. Але то, що в этом ученый еще в 1964 году предсказал, несколько годов тому было подтверждено, экспериментом было подтверждено. Тому этим экспериментом, этот эксперимент помог для Тамаша, який не верил в то, что Иисус воскрес, поверить в его и сказать: Пан мой и Бог мой. В нашей земле так само 3 поколения были гонения на костел, на веру, врачей, бывшего Советского Украины, былого Советского Союза. Все мы бачим отражение этой веры. То мы повинны читать эти знаки, бачить эти знаки и кероваться этими знаками, как верить, как выказывать свою веру. Але поверивши, мы повинны так само идти можно и за этим Тамашем. Но Тамаш не застався в Палестине, не застався в Святой Земле, але поехал в далекую Индию. И он там засеял слово Евангелия. Ведомо, Индия сегодня, может, не христианская совсем краина, але это 1,5 миллиарда людей живет там. Там шмат католиков есть. И он засеял в этой земле веры. Так само и вы повинны нести сегодня в наш свет, секулярный свет, свет, який пришел от Бога, эту веру, якую ми не бачили Ісуса живого, але бачимо Його в сакраментах, чуємо Його в Святому Писанні, нести эту веру іншим. Тому нехай сьогоднішнє свято, головне свято вашої парафії, і так само сьогоднішнє читання, і наше розважання допоможуть нам жити этой правдой. Правда в тим, що, як каже, повторюся ще раз, святий Ян Павел II, Божья милосердность отзеленная на теле свету, мы жили этой надеей и жили мощной верой. И эту веру переказывали іншим людям. Как жили, может, по принципу відомого французского ученого Паскаля, який сказав: коли я веру в Бога, його нема, я нічого не трачу. Але коли я не верю в Бога, і Он есть, я все трачу. Аминь. Веру в единого Бога, Христа Всемогутного, Створителя неба и земли, всемогущего и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного,
одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померных, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Он и на веру милосердности Божией, с надеей помолимся в интенциях наших и всего Костела. Молимся за святый костел, как бы вещал людям радостную правду о множестве повстаний Христа. Тебе прощим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как Папа Франтишек, який на земле верных, распорадших от святых сакраментов, вечно славил Божию милосердность в хвале святых. Тебе прощим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастора костела, особливым чином за присутных серед нас арцебископа Тадеуша, Кабужна и за благо проповедовали Евангелие Христа, выполнили сакраменты и вели доверенные в люда Божьего избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех, кто тривают тяжкие греха и находится далеко от Бога и костела, а признаючи свои грехи и слабости, познали так само бесконечную Божию милосердность и с доверием вернулись до дома Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех хворых, терпящих, убогих и бездомных, отримали потребную допомогу от близких, а веру в Божию милосердность принесла им соправдное утешение. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафию, особливым чином за всех добродеев и охородавцев, как супольное дело, ким есть будова санктуаря Божьей милосердности, звучил нас управленную Божию семью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы охотно несем, потребуючи нашу допомогу, и сами познали бесконечную Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о епископе Клеменсе, Саратовской епархии, католической церкви врачей, который тоже отдал 16 лет своей жизни, своего епископского служения, чтобы Бог ей благословил, чтобы она действительно была таинством всеобщего спасения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем Тебе за все дары Твоей добрыни, просим, научи нас годно их використовувати. През Христа, Пана нашого. Аминь.
Молитесь, браты и сестры, ко моей вашего храма, меня Бог Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме на клятву твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа, и учеников всех, кто брос вызнание веры и просто принимал новое житие, да се в мире вечного счастья, раз Христа Пана нашего. Аминь. Погад с вами, И духом твоим, упокору сердце, узноси Бога. подякує Пану Богу нашому. Бога это и справедливо. Сохрани годно это и справедливо, слушно и благоверно, как мы Тебе, Пане, совсюду и славили, особливо в этот день, больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был охарованный, як нагашая Пасха. Бо Он соправдає ягнього, и Он узял грехи свету, и своею смертью перемог нашою смерть, вернувши нам житье, прославил мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоряню разом с усими святыми спеваю столетним хвалы неспынно воскликаючи. Святый, 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 Бог всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит с меня. Госанна на вершинах. Vera Sanctus es Domine consomnis sanctitatis, veter rotona Quesumus Spiritus Tui errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntaria tradareta, accepit panem, et gratias artis, regit, et legit me discipulis suis dicens, accepite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meu, quod pro vobis tradetur. Simili modo post concedatum est, accipiens et canis, iterum gratias agens deci discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Это великая таемница веры. Обещаем свет свою Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Memore sicut mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae, calicem salutis superius, gratias agentes plenos dignus eois, gestare corem te, et tibi ministrare. Et supplicies deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes as Spiritus Sancto conveniemur in Deo, recordare Domine Ecclesia Tue, toto aube diffuse, ut eam in caritate perfitias una cum Episcopo nostro Iosif, et universo creum. Memento etiam fraturum nostrorum qui in spera resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miserazione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum brata Dei genetrice Virgina Maria, Batis Iosef eius sponsor, Batis Apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a secula flacuerunt, eterne vitam eramur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium tuum Iesum Christum. Раз Христос Христом не укрыли всех, да не Боже Отче всемогутный, уедности Духа Святого, пуща пошана и хвала, разуще веки вечные. Молимся за лица небесное, нас научил Иисус Христос. Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Таня, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, кому близом сады вольни от праху, и захование всякого неспокоя, чекали исполнение счастливой надеи, и прися Спасцы нашего Иисуса Христа. Твое богатство и моц, и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не сложай на грехи наши, на веру Христола Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки Тебе вечные. Супокой погана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Господи Боже, востоики берем на себе как и свет, благословленные, покликанные на вечеру Егоную. Аминь, я не вахты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Святая коммуния будет как самая выставка, уделенная на улице.
Променем ночь, я не попробую жить.
помолимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, ученика, принятый нами пасхальный сакрамент, завсёды будь честным у наших душах, раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы душпасторские, а можно сесть на никаких хвилин. Завтра святая мша у 8 годин раніцы, у 19 не буде. 29 красовика ваўторак свята святой Катерины Сиенской, 1 мая успамін святого Юсуфа, ровесника, 2 успамін святого Атаназия, бискупа и доктора, и 3 свята святых апостолов Филиппа и Якуба. Праз увесь месяц май пасля вечаровых імшаў 19 адпраўляем набажэнства маёвае. На гэтым тыдні прыпадае першы чацверг месяца, дзень малітваў ад новых пакліканнях да службы святарскай і законнай, пятніца месяца да Найсвятейшага сэрца Пана Езуса і субота месяца дзень малітваў да Маці Божай. Дзякую вялікі ўсім, хто прычыніўся да прыгатавання сённяшняй літургіі. Няхай добры і міласэрны Бог вам усім адудзячыць. За хвілінку адбудзецца песня на выстаўленне Найсвятейшага сакрамента, затым адмовім ведочак да Божай міласэрнасці, прачытаем малітву акту завярання бацькаўшчыні Божай міласэрнасці, адспяваем Тадэум, адбудзецца благаслаўленне, затым прамовіць яшчэ некалькі слоў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, а затым таксама прамовіць да нас і нас паблагаславіць таксама эксцэленцыя біскуп Клеменс. Спяваем песню на выстаўленне. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego, jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty do Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Piłacie, ukrzyżowany, pomiar i był pochowany, zeszł do otchłani, na trzeci dzień воскрес померлых, узышł na nieba, siedzieć praworuch Boga Ojca Wszechmogącego, a który przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół katolicki, jedno świętych, odpuszczenie grzechów, wzkroczenie ciała, życie wieczne. Ojcze Spradwieczny, achleruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, aby oprościć za grzechy nasze i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny dla nas i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny dla nas i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny dla nas i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny dla nas i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny dla nas i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny dla nas i wszelką śmierć. dzielę Jego bolesnej muki, Bądź miłosierny
до нас і до всього світу. Тіля Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тіля Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тіля Його болесної муки. Будь милосердний до нас і до всього світу. Отче предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Например, прощи за грехи наши и всего света. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дал рассветом всего свету. Отче предвечных, даруй Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Например, прощи за грехи наши и всего света. Деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охверую Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Например, прощи за грехи наши и всего света. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету, тело Его болесной муки. Пусть милосердный дай рассветом всему свету. Отче предвечный, оферую Тебе
душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Прости за грехи наши и всему свету. Деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всему свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. O krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Доверяю Тебе. O krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Доверяю O Тебе. krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Доверяю Тебе. Святая сестра Фаустина, Молись за święty нас. Jan Paweł II, Молись за нас. благословленный ksiądz Michał Zabodźko. Молись за нас. Akt присвящения Батьковщины Божьей милосердности. Милосердный Боже, от Своей великой любови до нас Ты створил свет и анgelов. Милосердный Иисус, про Свое уцеловление Ты стал одним из нас. Ты обращал милосердие словом и учинком. Наибольшую милосердность до нас Ты выявил на крижі, где милосердность з'єдналася з Божою справедливостью. Ти застався з нами, як милосердність у костюлі у святих сакраментах, особливо в сакраменті Евхаристії і покаяння, у Слові Божім, особливо в Євангелії. Ти послав нам, як лепший дар Отця Духа Святого, який процерпає Твою справу у світі і все освячає. Сузираючи образ Твоєї милосердності і Тебе милосердного, який знаходиться у найсвятейшем сакраменті, добирає Твоей безмежной милосердности. Пане, доверяем Тебе, але просим, как Ты умацовывал наш довер. Сегодня урочисто присвячаем Твою милосердность всю нашу батьковщину, наши семьи и нас самих. Окунаем у Твою милосердность всех грехи и всех грешников нашей батьковщины, особливо тех, кто далек от Тебе. Грехи наших семей, батьков, матей, пожилых одиноких людей, молоди и детей, грехи пьянства, суженской неверности, забойства ненароженных детей, распусти и всякой людской бедоты. Мы моцно сподіваємося, що Ти пробачиш нам все это и умацуешь нашу слабую волю, как будучи мы были моцными. Обещаем, что в нашем штоденном житті будем робити учинки милосердности относно кожного человека, якому потрібна допомога у сім'ї, дома и на улице, у школе и на праце. Обещаем, что будем вертаться до суда Твоей милосердности на Святой Споведи. Будем часто приймати святую комунію, у якої втоєна Твоя милосердність. Будем часто узиратися в обличчя Твоєї милосердності, устрікаючи в серці. Єсу, довіряю Тобі. Обещаем рятовать інших при допомозі Твоей милосердности. Будем молиться веночек до Твоей милосердности. Третья година дня будет годиною милосердности для нас и для тех, кого мы будем доручать Твоей милосердности. Милосердный Иисус, зверни увагу на нашу беду и убоство, духовное и физичное. Зверни увагу на наши семьи, нашу батьковщину, на все человечество и весь свет. Иисус, ратуй нас, осветил весь свет и нас променями Своей милосердности перед справедливым гневом Отца. Мати милосердности, заступайся за нас. Номер 73. Тебе Бога прославляем, завекание хвала вечна, небо и земля спевает, Тебе Отче вечный, Тебе
святыни, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом слыне, и обшествие своей славы, и апостолы и мужи, от пророков полных хвалы, силе мучеников мужность, отдают славе пошану, усунувшим горы небеса, по устой земли навколо, так и голос нашим сердцем, свет святых Твоего костела, Сына с Духом с утешения, величие Отца правдистой, прославляешь растворение, благодар хвалы Ты, Христе, раздвигни лучший несбытно, свершу славе правы, Мария души хранина, заховать нас путь ласкавый, там шаблы повисши целый, распоишь святые рады, Сына царства грешных тела, Ты придал пологи воды, Зруйновал Ты храмы смерти, над крышей Ты молчала, когда вщикнул тягер веры, радость вечная затяла, Проворушайся устами, Круглый солнце наша тихий, придешь глазу любяне, обсудить людские отчины, грешник Ты не дай загинуть, пусть нам спаться не судьбою, и отмы нас от провина, дорогой своей крыльёю, со святыми в лесу лозы, заковать Твоих оправы, а из благородных просим, благослов Твоих поклады, шляхом на святи беспечный, Умя вечный Иерусалим, завела нам вечный, мы что темно прославляем, не покинься своего люду, уже без Твоей опеки, а ну веру ты не буду, осторожный навеки, а ну веру ты не буду, осторожный навеки. Молимся. Боже, простосхальную таємницю Христа, Ты откупивших людей, заховай у нас право своей милосердности, как мы не спинно згадуючи таємницю нашого спавлення, удостоїлися тримати її кров, раз Христа Пана нашого. Амінь. Сивинами прославляй.
Najswiętszy sakrament, nasz niebiesny testament. Так, минуточка еще есть. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, я не буду добавить вторую проповедь, но хочу вам передавать вот привет и поздравления от ваших братьев и сестер на юге России. Поздравления, потому что сегодня вот такой особенный день, вот именно здесь, где я с вами мог вот совершать эту Евхаристию. Я благодарен за это. Я видел вот живую вот церковь. То есть ровно 25 лет назад, тоже был юбилейный год, как сейчас, установили Святой Иоанн второй праздник милосердия, это воскресенье милосердия Божьего по всему миру. Да уже 25 лет мы празднуем этот день вот сознательно вместе со всеми нашими братьями и сестрами. И очень прошу вас не забывать вот о ваших братьев и сестер в России. То есть мы живем в еще более серьезной диаспоре. Как бы иногда у нас между приходами 300, 400, 500 километров. И прихожане даже не знают, вот, кто там рядом с ними еще. Мы чувствуем себя иногда как на острове, или как сектанты, кто смотрит странно на нас. А здесь вот у вас вот сегодня во время этой мессы я пережил вот эту радость от семьи, духовной семьи. И я рад, что мы в этом году еще раз хотим вот попасть вот сюда, не именно в ваш храм или в вашу нынешнюю часовню, а туда, где, может быть, и многие из вас вот отправляются в конце июня, в начале июля. То есть мы хотим с паломниками, с молодежью и со взрослыми, и с детьми вот попасть в Буцлав. И очень хотел бы, чтобы наши прихожане тогда вот увидели вот этот дух, вот эту радость, эту пасхальную радость от церкви, которую я сегодня вот ощущаю. Я вам вот желаю вот с девизом вот этого юбилейного года, чтобы вы действительно были паломниками надежды, в смысле того, чтобы сами не потеряли вот надежду, да, время тяжелое, но чтобы вы могли и передать вот другим вот всегда вот, ну, такую маленькую порцию надежды, да, как маленький огонь, который может вот, причинять вот, много. Может быть, увидимся, да, через пару месяцев. Одно пожелание, еще добавляю, в конце очень странно, может быть, звучит. В моей бывшей родине, то есть в Германии, там вот, когда у человека праздник, как бы, то ему пожелают. В России всегда говорят, самое главное – здоровье. Это не самое главное. А там вот что желают? Там желают, оставайся таким, какой ты есть. Я говорю, это самое плохое, что можно пожелать. Когда ты святой, тогда другое дело. А так, то есть я вам желаю, не оставайтесь такими, какие вы есть, а будьте паломниками надежды, идите вот вперед, милосердный Иисус вас ждет. Наприкінці сьогоднішнього набоженства найперше хотів би подякувати Пану Богу, який дозволив сьогодні мені вийти, як я вже казав на початку, від Святої Мши на набоженство, що нечекано хто з'явився, але так з'явився, бо це буває доволі часто в різних паражі, доволі давно тут не був. Дуже хочу про це подумати. Ваша Экселленция, Ваши Экселленции, Шановне Святарство, щиро вітаємо вас у нашій невеликій, але святині Матері Божої Роженцю.
застаецца крыху часу, літаральна некалькі дзён да таго моманту, калі мы будзем святкаваць, адзначаць 15-ю гадавіну з дня асвячэння нашага касцёла. І гэта асвячэнне адбылося 5 мая 2010 года. І асвячаў наш гэты касцёл, нашу капліцу, яго эксцэленцыя мітрапаліт Тадеуш Камрусевич. Таксама ў гэты момант быў перададзены ўзяты шаноўны абраз Божай міласэрнасці нашим митрополитам для нашей парафии. Вот он знаходится теперь в центре алтара. Ось так само в той же час было так само заявлено про то, наш митрополит обвестил то, что тут будет заснованы санктуарий Божьей милосердности. И про 6 годов на свято как раз Маці Божьей Ружанцовой, про 6 годов отбылося освячение, не освячение, а закладание вугольного каменя, який був освячений святой памяти Папы Францишка. И отбылася так само имша военная. А в 1210 году, пробачте, тады так само отбылася святая имша. И можно сказать, что наш митрополит является духовным отцом нашей парафии, духовным отцом нашей парафии, нашей парафиальной семьи. И я думаю, что мы все видим, как ваша эксцелленция стояла все эти годы, наши, ну, скажем так, нелегкие годы, можно сказать, на переднем крае змагання со злом, со силами темры. И он, можно сказать, стойкий рыцарь под хоругвою святого Архангела Михайла, який з'являється ягодним опекуном так само костюму Беларуси и опекуном наших дорогих бойцов, михалитов, наших святоров. И хочется пожелать нашему дорогому арцебископу Тадеушу духовной моцы, здоровья, всех Божьих ласков и так само опеки Богородицы. Так само віншуємо вас з цим святом Божої милосердності, до кого ви причинилися і причиняєтеся, і ожидаємо стойкости, могутности у дальнейшей борьбе со злом. Дякую за звичайні, дякую за слово перед божеством гэтым. Давай, хлеб, соль, говорить, по-нашему все. Найперш дякую Богу, який дозволив нам сьогодні святкувати гэту урочистість. Це важно, що ми пам'ятаємо об этом, важно, що пам'ятаємо і о 15-годці, щоб вспомнили Божий годинник іде наперед, його ніхто не запоминає. Його там батарейка ніколи не закончиться, його на кружок так само не треба.
заўсёды працуе і адлічвае час. Час гэта вельмі вялікі дар Божий, мы павінны яго выкарыстаць так, як належна, выкарыстаць на карысць нашого збавлення і таксама на карысць Касцёла. Дзякую за Михалітам, якія паходзяцца пра гэту парафію і у Гатаве, таксама ў Беларусі, у іншых месцах. Жадаю ім, каб дзедаю Божага Слова, закранутого д'ябла, злого духа, ніколи не перестає спокушати чоловіка, бо така його робота виходиться. Ну, але ви повинні этому супростояти. Дякуючи вам за те, що у вас так сьогодні зібралося, за вашу пригожу молитву. Літургічна служба алтара, всім хору такому, завжди тут, коли пам'ятаю, ще у Шесі там був, завжди тут такий дитячий, може там і молодзевий хор був, і громко співали, все було чудно. Ну, особливо хочу подякувати біскупу Левасу, який сьогодні разом з нами, ми шмат разів разом працювали, приїхав з пасторською послугою у Білорусі, але сьогодні знайшов той час. Ось, ну, і тоді приїхали ми сюди до вас. Нехай молитися так само, як він просив у костюлі в Росії, в його дієцезі Саратовській. Там і до революції був біскуп у Саратові, семінарія була в Саратові, і катедра велика була в Саратові, і курія велика була, все було саме. Ну, сьогодні так само ці структури відвратилися, може, не в такому масштабі, як колись було, а так, як костюл існує. І, відомо, відлеглость поміж парафіями, я сказав, там сотні кілометрів, а на сході навіть і тисячі кілометрів, ну, але є люди, їх треба йти, треба зими молитися, готові малою зернятка, якою впало в ту землю, так само ми повинні принести свій плод. Ще раз, щиро всім дякую, і добрий Бог благословить. Дякую. Принесе благословення, коли разом Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога нашого імені Пана. Який створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо. Нашим серцям Єсу, без упокой, нашим серцям Єсу. Застанься тут, разом з нами будь. Застанься тут, разом з нами будь. Хай серед нас панує мир, хай спокій обгорне нас. Без упокой нашим серцям Єсу. Без упокой нашим серцям Єсу. Застанься тут, разом з нами будь. Застанься тут, разом з нами будь. Хай серед нас панує мир, хай спокій обгорне нас. Дякую вялікі ўсім. Цяпер за хвілінку пойдзем асвячаць
катехетичныя класы, калі хто жадае, можна самі туди зайсці, усередину паглядзець, як там все зроблена, дзе дзеткі вучацца, дзе здабываюць ведзу, а таксама потом, як мы вже освітили монашеский дом разом з księdzami і біскупами. Будь ласка, і хай будзе похвалений. Святейшая правдивое тело и кровь Пана нашего